Нет, не собираюсь. Мои права они защищать не будут, а будут права защищать только у кого карманы полные. На выборы я не собираюсь идти, потому что меня Конституция не поддерживает, никакие права, ничего. Нет, не пойду. Из Конституции, которая 1994 года создана государством и народом, она является более честным. Президент может быть только один срок, в крайнем случае 2 срока. Но если человек просидел 20 лет, о какое обнуление можно сегодня речь вообще? И также сколько невинных людей сидят и в России, и в Ингушетии, которые нет никакой доказательства факта, что они были преступники или повышили какие-то. И в России сидят люди политически, обвиняют по политическим путем, и в Ингушетии сидят, которые только требовали защиты прав людей. Поэтому я отказываюсь голосовать по правку изменения Конституции и выбора президента. Нет. Считаю, что за меня там уже все выбрали. Не хочу просто. Я понимаю, что есть риск того, что голоса подтасуют, потому что голосование идет неделю. Каждый час якобы будет на дезинфекцию закрываться участок. Я все-таки рискну и пойду и проголосую против. Сейчас Зарифа Саутиева, это, кстати, мой учитель истории в старшей школе. В 5-6 классе Зарифа Саутиева преподавала мне предмет истории. Она сейчас сидит в тюрьме из-за того, что она требовала соблюдения конституционных прав и свобод граждан на референдум. Насколько я знаю, а я тщательно слежу за этой ситуацией, фонд «Мемориал» признал Зарифу политической заключенной, требует его, и не только этот фонд, очень многие другие общественники, деятели. Конституционный переворот в стране, устраиваемый узурпатором власти. И я считаю, что это будет предательством всех тех, кто сейчас сидит за права и свободы нашего народа в тюрьмах по всему Северо-Кавказскому федеральному округу. В том числе Ахмед Барахоев, Барак Чемурзиев, Исмаил Нальгиев. Нет, не собираюсь. Скажите мне, пожалуйста, какой смысл идти на выборы туда, где государство не защищает права простого народа? Рабочий класс, матерей-одиночек, малоимущих, социально незащищенных людей. Если простые люди выходят на работу, то максимум зарплата 15 тысяч рублей. Пенсионеров кто защищает? Инвалидов кто защищает? А какой толк? Они что хотят, то и сделают. Вас спрашивать не будут, я когда там буду поправки делать. Раньше ходил, сейчас бы собирал. Не для избирателей, не для народа, а именно выборы для кармана чиновников. Нет. Есть люди, которые хотели сохранения Конституции, но их за это посадили.